Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Будет ли встреча, встретите ли вы того, кто станет вашей судьбой? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя и на свою судьбу. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, первый вопрос. Встретите ли вы? Да, вы точно встретите. Встреча неизбежна. Видите, здесь прям как стрелки от компаса показаны. Вы как друг к другу уже идете, либо к друг другу приближаетесь. Здесь как тянет, что ли, либо притянет, можно так сказать. Но вот стрелки, что с вашей стороны, что со стороны мужчины, как будто бы вот друг на друга указывают. Встреча будет. Ну и судя по размеру рисунка, отдаленности от корня, где-то вот лето мне идет. Лето-осень. У кого-то прям лето, у кого-то начало осени. Вот здесь встреча ваша показана. Здесь мужчину интересно показали. Вот показывают, что он как какой-то вот в форме, либо он военный, либо он полицейский, может быть, он в каких-то охранных структурах работает. А может быть, в принципе, да, его работа связана с тем, что он на работе носит форму. Да, ну, кто у нас форму носит? Летчики носят форму, железнодорожники носят форму, доктора, да, тоже у них вот этот халатик, да, шапочка, это же тоже как форма, да. Вот человек носит форму, такого показали. Человек очень серьезный, даже более чем, да, вот прям серьезный, сама воплощение серьезности. Но это как внешнее проявление. А так внутри, вот в сердце, в душе, ну прям ребенок. Такой веселый, озорной, там, любит пошутить, любит отдохнуть, праздники любит. Вот такой человечек показан. Внешне, значит, сама скала, а внутри там просто райский сад. Вот как-то так его показали. Здесь у меня мужчина то ли после развода, то ли после каких-то вот прям болезненных отношений. Вот как вышел он, да, вышел, избавился, все хвосты обрубил. Ну вот, да, он чист, потому что ничего на нем не висит, но с другой стороны что-то прям такое неприятное, тяжелое пережил, как негативный опыт в жизни был. Но, знаете, я так скажу, опыт, который его не сломил, опыт, который его не обозлил, просто, знаете, вот такое осознание, что вот ошибка вышла, да, не с тем человеком судьбу свою связал. Ну, слава богу, что разобрались, да, слава богу, что разошлись. Вот как такое ощущение идет, отношение, его, вернее, отношение. Показано, что у этого мужчины огромный ангел-хранитель. Возможно, мужчина побывал в каких-то передрягах, назовем это так, либо прям столкнулся с чем-то неизбежным, но при этом вот как ни царапинки, никакого ущерба, никаких вот проблем он не нажил. То есть очень сильный ангел-хранитель. А такой ангел-хранитель бывает только лишь у очень светлых и хороших людей. Ну, на ком греха нет.
понимаете, на ком греха, ну, либо очень серьезных грехов нет. Мы-то, в принципе, все грешим, да, но кто без греха? Все понемножку иногда грешим. Но если мы вовремя осознаем свои грехи, если мы их отмаливаем, да, исправляемся, то с нас их снимают. То ли этот мужчина как бы знает, что такое черное, что такое белое, да, и живет по всем правилам, ну, либо он сам по себе, вот как в душе ребенок, да, чистая душа, как бы не грешит. Очень сильный ангел-хранитель. И этот ангел-хранитель не раз его спасал. Вот прям, знаете, как из огня, из полымя выводил. И вот еще показано, что этот ангел-хранитель ему глаза закрывает. Ну, на других женщин глаза закрывает, да, чтобы он там случайно какой-нибудь дамочкой не увлекся. Вот. А на вас таки ангел-хранитель глаза откроет. Ну, либо только лишь на вас ангел-хранитель глаза и откроет. Так что не переживайте. В момент, когда он постучит в вашу жизнь, этот мужчина, он будет абсолютно свободен. Никаких хвостов у него не будет. Имя у него какое-то интересное, короткое мне идет имя. Либо, ну, действительно короткое, либо он пользуется не полным именем, а именно вот сокращением имя. Кстати, имя вам будет приятно. То есть вот бывают там имена, которые неприятные, либо неприятные ассоциации вызывают, а вам будет его имя приятно. Такое, знаете, вот какой-то, даже мне идет как такое миленькое имечко у него, да, вы такая скажете, ну-ка, там 1000 эпитетов придумаете, либо там, может, кличку ему такую вот созвучную придумаете. Прям имя хорошее. Значение у этого имени сильное. Вот мне кажется, что у него в роду кто-то был, вот как человек, то ли кто практиковал, то ли, ну, такой, знаете, набожный, может быть, человек был, да, много молился. Вот мне еще кажется, что этот мужчина, он как заговоренный. То есть, возможно, при рождении, в детстве его заговорили, да, чтобы и сам не плашал, и чтобы в беду не попадал. Вот есть такие практики. Ну, моя прабабушка таким практиковала, я про это знаю. Но знаю, что это прям очень сложный обряд, и там очень много времени на это уходит. И только родной человек может это сделать. То есть посторонний никто этого сделать не может. Нельзя заговорить чужого ребенка, потому что его нужно любить. Да? Тут, как знаете, технология достаточно сложная. Вот. И вижу, что этому мужчине вот как передалось. Вот эта святость передалась, доброта передалась. Ну, а если кто-то практиковал, то и, наверное, какие-то способности передались. Вот. Ну, вот неспроста у него такой огромный ангел. Работа его связана с тем, что он людям помогает. Вот чем бы он ни занимался, это помощь людей. Ну, если он, например, там военный, да, то он защищает. Если там полицейский защищает. Если он доктор, то он лечит, да. Вот как помогает, помощь людям. Вот так мне идет. И он любит свою работу. Он больших успехов уже добился, еще дальше будет. Вообще у него какой-то странный путь, вот заниматься чем-то по любви и заниматься за деньги. То есть, возможно, у него еще и будет как дополнительная, либо уже есть дополнительная работа там, где он именно конкретно зарабатывает. Ну и та, которую он очень любит, как призвание получается, да. Ну, что касается вредных привычек, каких-то прям пагубных привычек я у него не вижу. То, чтобы могло прям на нем крест поставить, либо вас от него отвернуть. То есть такого нет. Нет, абсолютно не вижу. Как не будет у вас к нему претензий. К чему будут претензии? К тому, что он работу любит. То ли вы ревновать будете его к его работе, но то ли он много времени на работе будет проводить, а вы будете скучать. Вот к этому почему-то у вас претензии. Не к тому, что сколько там денег зарабатывают, а именно вот сколько времени проводит на работе. Здесь как бы проблемка может быть. Но опять же, это не проблема, это вот как данность. Ну, представьте, да, все люди работают. Обычный рабочий день – это 8 часов. Там, докиньте, доехать до работы, вернуться с работы. Ну, как бы, да, практически вся жизнь на работе и проходит.
Может, он там и задерживается иногда, да, потому что любит свою работу и не может вот бросить недоделанное. Вот семья его показана. Ну, семья, скорее всего, либо родители, либо, может быть, братья и сестры. У кого-то, может, и отыграется, что родителей уже нет. Кстати, очень приличные люди, спокойные, уравновешенные. Люди, которые приятные в общении, в обиходе приятные. То есть никаких проблем не будет. К вам как-то очень по-доброму, ласково отнесутся. Вам они вообще будут рады. Там, с открытыми объятиями вас будут встречать. Еще так показано, что они вот как особнячком держатся. То ли они где-то далеко живут и не будут надоедать родственными визитами, либо к себе постоянно зазывать, либо ну вот люди ведут такой образ жизни, да, вот они живут своей жизнью, например, сын живет своей жизнью, да, никто никому не мешает. Есть там какие-то даты, либо моменты, люди встречаются, там, если надо, общаются. Но так, чтобы сидеть на шее, лезть в жизнь, там, командовать, указывать, этого тоже нет. В этом плане здесь прям ту-ту-ту, да, претензий у вас точно не будет. Какое-то хобби у этого мужчины есть. Он как любит то ли ездить, в принципе, да, его хобби это езда, быстрая может быть езда, то ли он любит путешествовать, да, любит в разных местах бывать. Там, не знаю, в лес, либо в другой город, в другую страну, там, к морю, да, вот поездки. Прям любит, кайфует, когда вот дорога, и он в дороге, вот прям ему нравится, опять же, новое что-то увидеть, вот переключиться с городской жизни там, на тишину природы, там, либо красоту природы, вот как-то так мне идет. Еще хочу сказать пару слов о вас. Вы мне здесь показаны прекрасные птицы, жар-птица, и показано, что есть какой-то человек, который вроде как его и нет, но он есть. Я так понимаю, что это кто-то, с кем были отношения разорваны, но этот человек вот как не смирился, да, вот не хочет вас отпускать, не может. Либо когда он увидит, что вы вот с новым мужчиной сошлись, да, вот он начнет лезть в вашу жизнь, как будто бы за хвост вас дергает, назад в прошлое тянет. Вот это может быть проблемой. Даже не столько проблема, сколько нервотрепкой, да, ну, потому что явно ваш бывший невменяемый и, ну, не хочет слышать, да, не хочет понимать. Придется вам что-то еще придумывать, либо свои новые отношения по возможности держать в тайне, да, чтобы он случайно не узнал и чтобы не приехал, не устроил вам там концерт. Вот прям показан как какая-то заноза, да, вцепился вот руками, ногами, зубами, и вот не отпущу, не отдам. Хотя и сам ничего не делал для того, чтобы сделать вас счастливой. Но может стать проблемой. И еще девушки, женщины, у кого есть дети, ревность может быть со стороны детей, прям будут ревновать вас к новым отношениям, к новому мужчине. Но здесь нужно потерпеть. Здесь вот какой-то временной промежуток, который должен пройти. Он значительный, это не там 3 дня, 3 недели, здесь может быть там и полгода, и год у кого-то отыграется, но нужно будет потерпеть. С детьми ругаться не стоит, не стоит. Что нужно делать? Ну, наверное, больше времени вместе проводить и как-то более доверительно общаться со своими детьми. То есть как-то вот они вашего этого нового не принимают, а потом как-то, знаете, вот прям он им и друг, он им и прям и папой могут называть, и прям вообще вот как дружба у них такая классная идет, а потом уже вы будете ревновать. Скажете, как так, это мои дети, почему они меньше времени со мной проводят, чем с моим мужчиной, вот как-то так пойдет. Там просто нужно будет потерпеть. Ничего особо делать не надо, нельзя заставлять, нельзя ругаться, просто нужно потерпеть. Так, и еще показывает момент, связан с вашим здоровьем. Но это как, знаете, даже как проверочный момент идет у кого-то.
Возможно, вот когда вы познакомитесь, встретитесь, у вас какая-то проблема по здоровью. Но она либо уже есть и вылезет в тот момент, либо, ну вот как, ну, мы все люди, да, из крови и плоти, и с нами такое бывает, мы иногда болеем. Вот этот мужчина, он настолько себя ярко проявит, заботясь и помогая, что вы аж ахнете. Вот, ну, кроме шуток, да, у кого-то даже такая мысль пройдет. Прям я ее слышу, вы скажете, даже родная мама за мной так не ухаживала, да, не трепетала надо мной, как делает этот мужчина. То есть, ну, вот в этот момент вы прям поверите, что он ваш, что он вас любит, что это именно мужчина вашей судьбы. Вот когда он будет за вами вот, ну, приболевший, скажем так, ухаживать, а он будет, причем там просто как пчелка будет над вами летать, на ножки вас очень быстро поставит. Ну, так мне показали. Может быть, у вас хроническое заболевание, может быть, сейчас вы что-то предпринимаете. Но вот идет, что он прям себя проявит, настоящего проявит, вот вы начнете ему верить именно с этого момента, когда он будет вам помогать вылечиться, а он будет это делать. Так, еще что вы должны знать. Дом вам то ли приобрести, то ли построить на двоих. Может быть, это загородный дом, может быть, это коттедж, да, вы в квартире живете, мужчина скажет, давай там коттедж приобретем, либо построим. Вот видишь, что вдвоем вы будете строить. Может быть, даже своими руками. Ну, а может быть, вы будете работать вдвоем над тем, чтобы у вас был один общий дом. Кстати, дом мне показали очень большой и комфортный. Прям такой, ну, конкретно большой. Вот, так что еще и дом у вас как родовое гнездо, что ли, появится, да, вот ваш личный дом, собственный дом, вот семейный дом. И еще нужно сказать про его финансовые возможности. Очень крутой у него потенциал. Его вообще деньги любят. Можно сказать, что у него там золотая ручка, да, вот к чему не прикоснется, все в золото может превратить. Но мужчина не меркантильный. То есть ему нужно ставить конкретные задачи. Да? Нам нужна такая-то сумма дохода в месяц для того, чтобы вот это. И он такой, все, понял, принято. И он будет стараться, он будет искать, он будет работать, он будет зарабатывать. Что касается вас, ну, если вы о чем-то задумаетесь, либо чего-то захотите, он вас поддержит. Но при этом он вникнет в суть ситуации, он даст вам хорошие советы, и этот мужчина не будет вам брать. Он не будет там вам льстить, либо наоборот вас отговаривать. То есть если он видит, что это выгодно, он в это и вложится, и вам это объяснит. Если он видит, что это невыгодно, либо какой-то проигрышный вариант, то он вам тоже все очень детально объяснит. То есть у него даже какая-то, можно сказать, чуйка на деньги. Он понимает, что нужно, чего не нужно. Вот как-то так идет. Откуда это у него, опять же, может быть, от родственников досталось, ну, либо от предков. Вот, встреча ваша неизбежна. Встреча будет очень необычной, яркой. Встреча, на которой вы прямо вот с первого взгляда поймете. Да, вот поймете, что это ваш мужчина, а он поймет, что вы его женщина. Мне вообще идет в окружении людей эта встреча. Может, это будет какое-то мероприятие, может быть, это будет людное место. Но вот вижу, что вы друг друга как в толпе сначала увидите, а потом познакомитесь. Ну, по крайней мере, да, вот представляете много людей, а вы именно на него обратили внимание. Вот чем-то он привлек, прям глаза прилипли к нему. И у него такое будет. Вот как интерес сразу, да, идет. А потом вы познакомитесь, ну и все, начнутся ваши прекрасные отношения. И, мои хорошие, здесь еще показано, что любовь у вас обоюдная. Одинаково вы друг друга будете любить. Здесь нет какого-то перевеса, перекоса. Здесь любовь вот взаимная и одинаковой силы, можно так сказать. Вот, так что очень хорошие, теплые отношения. И это ваша судьба, и это ваше будущее. Будущее, кстати, уже близко. Лето, осень. У кого-то лето, у кого-то осень. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.